Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Империя монгольская включала в себя несколько улусов и раскинулась на величайших просторах. От Китая, я бы даже сказал, Кореи, Вьетнама, до фактически Черного моря, Крыма, Русь, что ни говори, все-таки входила в Джучиев улус. А Джучиев улус в свое время тоже входил в Великую Монгольскую империю. Поэтому, собственно говоря, когда мы рассказываем о костюме Золотой Орды, нам, с одной стороны, легко. Обширные территории, множество народов, в общем-то, можем поговорить. С другой стороны, довольно сложно, поскольку в обывательском представлении нашем современном, костюм и вообще золотоордынский человек – это что-то типа черта из фильма «Илья Муромец» или «Кощей Бессмертный». Маленький, кривоногий, женщины узкоглазые, все в мехах, на маленьких лошадках, кричат «ку-ку-ку» беспрерывно, в общем-то, жадные, и так далее и тому подобное. С третьей стороны, а как вообще сквозь те столетия, которые разделяют нас от нашего времени до того периода, 12, 13, 14 веков, 15 веков. 12 это уж, наверное, слишком рано я взял. Конец 12 это только становление, даже не империи, это в конце 12 родился Чингисхан. Но, тем не менее, как воссоздать то, что носили эти люди? Какая была мода? Можем ли мы вообще на это дело как-то посмотреть? Откуда мы можем узнать? На самом-то деле кое-что можем. Как ни странно, на нашей территории, на территории Татарстана в древности было до присоединения к России 3 государства. Волжская Булгария, Золотая Орда. Булгарский вилает Золотой Орды был одним из самых развитых, как назывался поэтически, жемчужина в короне монгольских ханов, булгар. И Казанское ханство. И вот что самое интересное, больше всего мы можем узнать именно об одежде времен Золотой Орды. И дают нам об этом рассказать 3 окошка, 3 взгляда, 3 источника, я бы сказал, 3 составных части, которые позволят нам узнать, а что же они носили. Первый источник – это глаза чужестранцев. Это представьте себе отважного францисканского монаха, отправленного Папой Римским в самое сердце неведомой грозной Татарии. Он идет месяцами, мерзнет, голодает, боится, но видит и записывает. И таких источников письменных до нас дошло некоторое количество. Второе окно или второй источник – это кисть художника. Где-то, представьте себе, в далеком Тебризе, при дворе монгольских правителей Ирана, персидский миниатюрист, несмотря на то, что Персия была мусульманской страной, рисовали они. И рисовали людей, животных, и все на свете. И вот он рисует. И мы уже воочию можем увидеть, представить себе на основе этих рисунков, как выглядела одежда. Она передает цвет, она передает общий силуэт, масса подробностей, которые не опишет нам товарищ, который поехал в далекое путешествие. Третье окно, третий источник, он, наверное, самый добросовестный, самый скрупулезный, но в то же время самый, молчаливый, что ли. Это лопата археолога. Археологи ведут раскопки уже порядка 200 лет. 200 лет изучают Золотую Орду. И постоянно археолог получает самые разные вещи. Бывает, что находит и костюмы. Бывает, что целые комплексы костюмов в различных погребениях. Давайте немножечко обратимся, я поподробнее расскажу об этих источниках. Письменные источники. Представьте себе францисканец Гийом де Рубрук. Он человек основательный, наблюдательный, с цепким взглядом фламандского ремесленника. Он пробирается в 1253 году ко двору хана Мунке. Он пересекает владение хана Бату. Его не столько интересует роскошь, сколько быт, устройство вещей. Он вообще разведчик на самом-то деле. Как именно устроен кафтан, из чего сделан удивительный женский головной убор, какая одежда у монголов. Он наш главный свидетель по костюму XIII века эпохи становления Золотой Орды. Или перенесемся на 80 лет вперед относительно
Гийома де Рugruppок в 1333 год. По пыльным дорогам Улуса Джучи едет совсем другой человек. Это Ибн Батута, величайший путешественник исламского мира, искушенный, он повидал очень многое, он прибывает ко двору хана Узбека в Сарайберке и попадает в совершенно другой уже мир, не тот, который описал нам Гийом де Рубрук. Это уже не стойбище суровых воинов, а столица блестящей мусульманской империи. Взор Ибн Батуты услаждают фонтаны, дворцы, и его слух — это речи богословов. Ибн Батута — наш проводник в мир XIV века, в золотой век империи Золотой Орды, когда степная простота сменилась уже имперской пышностью. Но не только путешественники оставили нам свои записи. При дворах султанов, ильхамов, ханов служили ученые-энциклопедисты. Ну, например, такие как Аль-Умари Рашид ад-Дин. Он сам не бывал в сарае, но скрупулезно собирал сведения купцов, послов, перебежчиков, его собственных современников. Их труды подобны докладам разведки. Откуда ведут ткани, какие меха ценятся больше всего, что носят воины, а что чиновники, сколько стоит хороший халат. Эта информация лишена эмоций, и Рашид ад-Дин полон бесценных фактов, позволяющих реконструировать экономику и торговлю, и даже одежду. И где-то на заднем плане слышны голоса наших русских летописцев. Они тоже немногословны. Ордынец для них — это татарин, враг, но даже сквозь неприязнь прорывается удивление при виде ордынского посла, который одет в узорчатые ткани, в сапогах из дорогого красного софьяна. Это короткие ремарки, как вспышки молний. Я назвал только 3, на самом деле их достаточно много, тех людей, которые оставили нам свои записки. Изобразительные источники. Слова, даже самые точные, оставляют простор для воображения. А мы можем увидеть то, что носили эти люди. У нас есть средневековые художники, пусть невольно, но они стали как бы фотографами для нас. Представьте себе скрипторий в Тебризе, в столице монгольского властителя Ирана. Могущественный визирь Рашид ад-Дин заказал иллюстрированную историю монголов, знаменитый сборник летописей. И вот художник, склонившись над листом, выводит тонкой кистью сцену из жизни Чингисхана или пир хана Бату. Он никогда не видел этих людей, видит только монгольских амиров, наёнов вокруг себя каждый день. То есть Батута он не видел, а вот этих людей он видит каждый день, он перерисовывает достаточно точно то, что он видел. А теперь перенесемся на север, например, в Китай, Ханбалык. Ведь Китай — это была не только провинция, можно сказать, центром Монгольской империи, столицу великого хана Хубилая. Придворные художники пишут на шелке официальные портреты императоров Монгольской империи Юань и их жен. Их лица бесстрастны, позы каноничны, но одежда выписана очень точно, со всей скрупулезностью. Мы видим даже фактуру ткани, мы видим блеск золотого шитья, мы видим каждую жемчужину на головном уборе императрицы. Это эталон имперской моды. Ну, и Русь тоже. Неужели не осталось изображений? Да, остались, конечно. Остались, но они совсем другие. Откроем тяжелый том летописного лицевого свода. Русский книжник XVI века, иллюстрируя события 300-летней давности, рисует приход ордынского посла к русскому князю. Конечно, он не стремится к этнографической точности. Ордынец для него вообще обобщенный образ. Но откуда он берет этот образ? Из окружающей его действительности. Он видит и ногайских татар, и крымских послов, и купцов, и он рисует то, что ему знакомо. Каждое изображение — это загадка. Мы должны учитывать, кто был художник, для кого он работал, что хотел сказать. Но когда мы видим, что персидский миниатюрист, китайский живописец и русский книжник, пусть и по-разному, но изображают они на самом деле одно и то же, и изображают они не вымысел. Слова и рисунки — это, конечно, очень хорошо, но до нас, слава богу, доходят и подлинные артефакты. Но представьте себе жаркий день, летний, в Поволжской степи. Археологическая экспедиция вскрывает очередной курган, насыпанный 7 веков назад. Под слоем земли открывается погребение знатной ордынской женщины. Кости истлели, но в сухой почве произошло чудо, сохранились фрагменты шелковой ткани, истканной золотыми нитями. Рядом россыпь золотых пластин, некогда украшавших высокий головной убор. И так описывается находка из знаменитого кургана у села Царев.
Теперь мы можем не просто читать у Рубрука о шапке Бокке. Теперь мы можем взять в руки, конечно, в перчатках, ее золотые детали. Также из Астрахани дошло до нас погребение Маячный бугор, где похоронена женщина, и от нее остались, не только кости, она была одета полностью. Все, что на ней одето, дошло до нас. И сапоги, и нижний халат, и верхний халат, и шапка Бокка. Или вот другая история. Воронежская область. Небольшое село Подгорное. При строительных работах находят древний мавзолей, а в нем погребение знатного воина XIV века. И снова удача. В герметичной камере сохранился почти целый мужской халат из плотного шелка, подбитый мехом и пара изящных софьяновых сапог. Теперь у историков костюма есть не просто рисунок, а идеальная выкройка. Можно понять технологию пошива, изучить швы, увидеть, как именно краились рукава, как краился подол, и чтобы было удобно сидеть в седле. Такие находки, они редки, как алмазы, но они есть. Гораздо чаще археологи имеют дело, так бы сказать, с мусором, что ли, прошлого. Но для нас это бесценные сокровища. Накладки различного рода, украшения. Пусть и разрозненные, но они дают нам возможность не просто воссоздать, а увидеть, как это все делалось, как это все не просто носилось, а как оно было создано, уровень технологии. Ну что ж, браслеты, перстни, бусы, сердолика, изобразительные вот эти вот вещи, письменные источники, они тогда работают и дают нам полную картину, когда работают все втроем. Когда рассказ средневекового автора подтверждается персидской миниатюрой, когда персидская миниатюра и рассказ подтверждается археологической находкой, и мы можем сказать, да, это так оно и было. Но прежде чем мы начнем рассказывать непосредственно о костюме, давайте познакомимся на самом деле с состоянием ткацкого ремесла в Джучевом Улусе и Монгольской империи. Империя Чингисхана и его потомков была не просто военной машиной, сметающей все на своем пути. Это был гигантский, невиданный доселе плавильный котел, в котором смешались народы, технологии, ремесла. Представьте себе взятие богатого средневекового азиатского города, например, Самарканд или Бухара. После того, как утихает звон сабель, после того, как утихает бой, воины получают приказ всех ремесленников, ткачей, ювелиров, оружейников собрать, отделить от прочих пленников. Этих людей не убивали и не обращали в простое рабство, их ценили на весь золото. Целыми кварталами их сгоняли и отправляли вглубь империи. В данном случае к нам сюда, на Волгу. Вы ведь, наверное, знаете, что от Казани до Астрахани каждый современный город и Ульяновск, и Самара, и Саратов, и Волгоград, да мало ли их, и Астрахань имеют золотоордынские корни. В свое время хан Батый понял, что завоевать империю, сидя на коне, можно, а вот управлять империей и вообще сохранить империю, сидя на коне, нельзя. Была развернута целая программа, как бы сейчас сказали, строительства городов. И вот в эти города сгоняли ремесленников. А что это обозначает? Это там для них создавали специальные государственные мастерские, карханы назывались, где они должны были работать на хана и на его двор. А что это обозначает? Произошла настоящая технологическая революция. В одной мастерской могли оказаться и китайский мастер, знающий секреты шелководства, и персидский ткач, владеющий искусством создания сложнейшей золотой парчи, и наш, например, булгарский умелец, знаток обработки льна и шерсти. Они обмениваются опытом, они учатся друг у друга, они работают на станках невиданных прежде конструкций. Да, вот, кстати, насчет станков невиданных прежде конструкций. Это время, когда появился ткацкий станок с вертикальным наматывающим, как бы это называется, валом. Дело в том, что до XII-XIII века ткацкий стан был либо горизонтальный, как это было еще в античности, большой станочек, куда пробрасывается, либо еще больше горизонтальненький такой, когда вся полоса ткани на 15 метров растягивается, и мастер, передавая, уток из рук в руки, пытается эти 15 метров пройти. Но в городах места мало. Раскинуть 15, а то 30-метровую полосу, нитей и ткани очень неудобно, не хватает места. И поэтому, так сказать, ткацкие станки стали расти ввысь. Появился вот в этот наматывающий вал, на который можно намотать уже изготовленную ткань. Вот вы можете посмотреть, как это на рисунке изображено на китайской летописи, на китайской миниатюре. В это же время, соответственно, разрабатываются новые и новые виды красильных тканей, а уж выткалывать
различного рода узоры мы, люди, научились задолго до описываемого мною периода. А тут все эти мастера сошлись вместе. Так произошло в ткачестве. Впрочем, так произошло фактически в любом виде ремесла, который был во времена Золотой Орды. И металл, и кожа, обработка, и все, что угодно. Ткань в мире Золотой Орды была гораздо большим, чем просто материал. Это была валюта, это была награда, это был символ власти и даже политический инструмент. Потому какая ткань пошла на халат человека, можно было безошибочно определить его место в сложенном пестром мире. Вот у меня здесь есть небольшая цитата. Вот Ибн Бутута писал: «Султан, то есть хан Узбек, пожаловал мне почетную одежду и дал лошадей. Обычай султана таков: когда он жалует кому-нибудь почетное одеяние, то тот садится на лошадь, едет в одеянии в свой дом, всем хвастается, особенно важно, если это одеяние из шелка». На вершине этой пирамиды есть ослепляющий шелк. Он был абсолютным символом роскоши. Караваны из верблюдов месяцами тащили драгоценные ткани из далекого Китая, до иранских городов или из среднеазиатских оазисов до нашего Крыма. Шелк шел разными путями. Простой гладкий шелк шел на рубахе знати, атлас с матовым блеском и узорчатые дамасы ценились дороже. Ступенью ниже стоял хлопок. Он не стоит представлять его себе как нечто простое и дешевое. Да, из грубого хлопка шили рубахи и для простых воинов, и для подкладки, но из Средней Азии и из Индии привозили тончайшие хлопковые ткани, которые ценились за легкость и комфорт в летний зной. Для холодного времени года ничего не было лучше шерсти. Простые кочевники ткали из овечьей шерсти грубое, но очень теплое сукно для своих халатов. Ну и здесь был знаменитый свой, можно сказать, люкс. Через крымские порты генуэзские купцы привозили в Орду знаменитые европейские сукна из Фландрии и Англии. Они были тонкими, мягкими, ярко окрашенными и стоили очень дорого. Ну и, наконец, можно сказать, в не самом низу этой иерархии, хотя я бы так не стал легко говорить, это были лен и конопля, ткани покоренных оседлых народов. И если для Руси шелк – это, можно сказать, пожалование, то примерно то же самое пожалование – это льняные ткани для каких-нибудь ханов-беке в южных районах Монгольской империи. Так в одном только выборе ткани для одежды отражалась вся социальная структура улуса Джучи. Вот сейчас сзади меня я покажу те материалы и виды тканей, которые были в XIII, XIV, XV веках в Золотой Орде. Ну, прежде всего, крестьянская домоткань – это обыкновенная льняная, как правило, значит, соответственно, ткань. Домоткань цветная, красить научились уже достаточно давно, и в это время цветная ткань, пестрить, вот эти вот простейшие узоры могли выткать не только как бы сказать, ну, в общем, даже в самых небольших деревенских мастерских. Более серьезная ткань, домоткань с узором, льняная, конопляная, в азиатских странах хлопчатобумажная, была очень хорошо распространена. Но сейчас мы говорим хлопчатобумажная ткань с прекрасными узорами. Вот образец хлопчатобумажной ткани с узорами, которые делали в Тебризе. Шелк был очень богатым, шелковая парча к тому времени уже была, и в конце XIV века стали появляться бархаты. Ну, тот самый прекрасный бархат, который мы знаем сейчас. Это были шелковые бархаты, ценились неимоверно, но, тем не менее, они уже были и в XV веке были вовсю. Русский лен ценился, так сказать, на юге, поскольку льняная одежда тоже прекрасно, сохраняет тепло, и, ну, как бы это сказать, с другой стороны, сохраняет, дает возможность прохладно одеться. Как я уже сказал, китайский бархат ценился фактически на вес золота, ну а азиатские и монгольские сами, сказать, ткачи давали прекрасное сукно. Надо сказать, что не только вытковывать ткань могли, не только делать узоры, причем на самом деле, когда изучаешь вот эти узоры, среди реконструкторов ходит такая баечка, что, дескать,
как они могли получать там какой-нибудь большой красивый цвет, ну, там, скажем, золотой, там, скажем, пурпурный. Любой цвет могли получать. Просто было один маленький нюанс. Они очень быстро выцветали, а до нас доходит фактически просто такая коричневая. Любой фактически цвет. К концу 14 начала 15 века появился новый способ наносить узор на ткань, это набивные доски. То есть, когда мы видим набивную ткань, когда есть узор, это предтеча, фактически потом будет на основе набивных досок изобретено книгопечатание. Пришли, опять же, из Китая через Золотую Орду. Ну что ж, я могу сказать, что не только ткань был материалом для одежды. Мы можем сказать и, соответственно, что и другие природные материалы использовались в изготовлении одежды Золотой Орды. Прежде всего, это меха. Наша Волжская Булгария в то время держала монополию на торговлю мехами с северными народами, как они их называли, Вису, как они, значит, народы Вису, так называемые. Ну, это черемисы, ватяки, удмурты современные, мордва, в конце концов, те, кто живет в лесу и кто прекрасно бьет мехового зверя. Поэтому меха из Волжской Булгарии очень здорово ценились в Золотой Орде. Причем, еще раз хочу подчеркнуть, конечно, меха и из Руси шли, безусловно, но монополию по Великому Волжскому торговому пути на меховые, так сказать, шкурки держали именно волжские булгары. Ну, она шла, безусловно, на шубы, на украшения. Кожа. Безусловно, кожа – это то, что у кочевников было в огромнейшем количестве. Кочевые способ хозяйствования с его большим количеством животных дает возможность кожевенного изделия. И поэтому кожа использовалась для фактически того же самого, для чего использовалась и ткань, только непромокаемая. Одежда кочевника, особенно одежда, так сказать, простого или для путешествий из кожи, постоянно использовалась. Ну и надо ли говорить, что она используется для сапог, для курток, иногда для шкатанов. Ну и была кожа, соответственно, очень дорогая, шедшая, опять же, из Волжской Булгарии, это кожа аль-Булгари. Очень тонкий софьян, заметьте, зеленого и красного цвета. Получать зеленый краситель для кожи в то время это было очень и очень сложно. А вот наши волжские булгары, или те люди, которые жили в Волжской Булгарии, такой зеленый краситель могли и достаточно хорошо получали. Это пишет Дон Гонсалио де Клавиха в своем труде «Путешествие к двору Тимура». Он там проезжал и видел таких людей, у которых были сапоги из кожи аль-Булгари. Береста в северных районах, находки кочедыков костяных, то есть то, из чего плетут лапти, ну и, соответственно, другие вещи. Береста использовалась так, например, береста использовалась в шапке бокка. То, что сейчас мы все делаем из картона, они тогда делали из бересты. И вот этот знаменитый, так сказать, сапожок, то тоже давал. Местная, не только привозная ткань была, и местное производство тканей. И о чем говорят, и у нас, к сожалению, не так хорошо в наших землях сохраняются органические остатки. Археологи не могут давать множество таких вещей. Но находки многочисленных пряслиц говорят о том, что тканничество у нас было. Соответственно, кочевники со своей шерстью давали не только кожу, но и войлоки, хорошие, сукно прекрасные они давали. А среднеазиатские товарищи везли сюда не только, соответственно, шелк, но и хлопок. А наши мастера обрабатывали не только русские, но и наши мастера татарские, нет, булгарские, тогда уж, наверное, по-татарски не стоит говорить, прекрасно обрабатывали и лен, и коноплю. Надо ответить, что через степи, пустыни и горные перевалы от стен Хан-Балыка до генуэзских факторий в Крыму тянулись бесконечные нити караванных путей. И в XIII веке случилось невиданное. Это очень важный момент для того, чтобы понять про костюм-то. Почти все эти караванные пути оказались в одних руках, в руках монгольских ханов. Наступил Пак
Пакс Монголика, то есть монгольский мир. Железной рукой ханы навели порядок на дорогах, разбойничьи шайки были истреблены, караван-сараи отстроены, колодцы вырыты, и купец, заплативший пошлину Тамгу, мог пересечь всю Азию с небольшим отрядом охраны, не боясь за свою жизнь и за свой товар. Золотая Орда оказалась в самом сердце этой гигантской торговой системы. Ну, тут сзади меня на карте видно Золотая Орда. Ну, напомню, что она входила в Великую Монгольскую империю. Ну и представьте себе Волгу в районе Сарая. Это ведь не просто река, это главная улица Евразии того времени. По ней, даже по сухопутным дорогам, идущим параллельно реке, движется основной поток товаров. Это поток из Китая, из Средней Азии, это Великий Волжский торговый путь, который пронизывает Золотоордынское государство. Вот если Великий Шелковый путь, он его, так сказать, по южной части пронизывает, а Великий Волжский торговый путь с севера на юг пронизывает это большое государство. И они встречаются на территории улуса Джучи, и получается, что торговля распределяется везде. Еще в древности между Каспийским и Азовским морем существовал еще один торговый путь. По нему, кстати, в свое время пришел на нашу землю Ибн Фадлан. Это путь, который шел через Самарканд, через плато Устюрт, через южноуральские степи, опять к нам сюда, на Волгу. Он пронизал во времена Золотой Орды, во времена Джучьего улуса. Этот путь караванный тоже активно использовался, на нем были построены различного рода караван-сараи, ну и торговля, как я уже процветал. Страна эта безопасная, и путешествовать по ней хорошо. На всем протяжении ее, от Крыма до Хорезма, на расстоянии 4 месяцев пути находится, можно найти арбу, принадлежащую тиркам. Караваны следуют из Хорезма в Крым и обратно, и даже женщина и девственница с мешком золота может пройти, ничего не боясь, пишет Ибн Арабшах в своей книге «Чудеса преодоления в судьбах Тимура XV века». Ну что ж, давайте все-таки начнем разговаривать не о торговле, не о тканях, а о моде. Значит, прежде всего хочется ввести такое понятие. Было два понятия во времена Золотой Орды – это имперская мода и местная мода. Войдя в шатер ордынского вельможи или на базарную площадь в Сарае, наблюдатель того времени мог бы увидеть удивительное смешение лиц, языков, ну и, конечно же, одежд. Костюм в Золотой Орде не был единым мундиром. Он был сложной мозаикой, в которой четко распределялось два главных узора – имперский и местный. Имперская мода – это был стиль власти, униформа завоевателей. Его носили чингизиды, высшая монгольская аристократия, военачальники-чиновники, те, кто управлял этой страной. Этот стиль был узнаваем от Дуная до Иртыша. Его главным признаком был халат с запахом налево. К нему прилагался наборный пояс в обязательном порядке с золотыми или серебряными бляхами. Ну, те, кто победнее, мог носить пояса с медными бляхами, но обязательно с бляхами. Мягкие сапоги с острым носом и определенного вида головной убор. У женщин это бока, у мужчин это абелге. Ткани для такой одежды были самыми дорогими. Золотая парча с китайскими драконами, узорчатый иранский шелк. Этот костюм был заявлением: «Я часть великой имперской машины, я власть». Неважно, был ли человек монголом по крови, кипчаком или даже русским, пришедшим на службу к русскому хану. Приняв имперский костюм, он входил как бы в правящую элиту. Но под тонким слоем имперской аристократии бурлило море местной моды. Вот тут слева от меня имперская мода образец, ну а справа от меня образец местной моды, в данном случае половецкой моды мужской. Они постоянно, эти два мира, проникали друг в друга. Представитель местной знати, желая выслужиться перед ханом, спешил заказать себе в халат с правильным левым запахом или наборный пояс. Богатый купец, хоть и не имел права носить все признаки аристократии, мог позволить себе халат из той же дорогой парчи, но в то же время сами монголы, особенно после принятия ислама, начинали перенимать элементы среднеазиатской и персидской моды, носить тюрбаны, использовать новые орнаменты. Золотая Орда была миром контрастов. Вот что пишет Гийом де Рукбрук в своем путешествии в восточные страны 1255 года. Их, мужчин-татар, одеяния скроены так, как одеяния немцев, но только доходят до колен. Что же касается замужних женщин, то у них туника весьма широка и просторна, с разрезом спереди донизу. И у них, у женщин, есть головной убор, который называется бокка. Начнем рассматривать женский костюм Золотой Орды XIII века.
Какой представляла бы нашему взору знатная золотоордынская дама середины XIII века, жена одного из наёнов хана Бату, мы бы увидели не столько женщину, сколько движущийся монумент, живой символ могущества своего рода. Ее фигура была скрыта под складками широчайшего халата кафтана из тяжелого китайского шелка. Этот наряд не стремится подчеркнуть изящество стана, но, напротив, он создает величественный, почти архитектурный силуэт. Но главным, что приковывало бы и поражало воображение, был ее головной убор – шапка-бокка. Это было нечто невообразимое для европейского или персидского взгляда. Высокая, как башня, конструкция из бересты, обтянутая драгоценной парчой, увенчанной павлиньими перьями, золотыми пластинами. Женщина в таком головном уборе казалась и выше, ее поступь становилась медленной и церемониальной. Бокка была знаком замужней, знатной женщины, символом плодородия и высокого статуса ее мужа и ее рода. Девушки таких уборов не носили. Весь облик аристократии XIII века был строгим, статичным и полным сурового достоинства, под стать эпохи великих завоеваний. Прошло столетие. Выпустив ветер, пустынь принес в степи Поволжья новую веру – ислам. Разумеется, ислам был до XIV века, но, тем не менее, монголы изначально были язычниками. Они были очень веротерпимыми, но вот на рубеже XIII и XIV веков хан Узбек решил, что он примет веру ислама и примет не сам один, а заставит принять всю империю. Ну и, соответственно, в моду, кроме всего прочего, вошел новый исламский стиль. Прошло столетие. И эта перемена, подобно резцу скульптора, начала менять облик людей. Женский костюм XIV века – это, можно сказать, история о том, как суровая имперская мощь уступила место утонченной городской роскоши. Монументальный, скрывающий фигуру халат уходит в прошлое. Теперь знатная горожанка, сарая или булгары носят одежду более изящную, приталенного силуэта. Появляются халаты, отрезные по талии с пышной юбкой в мелкую складку, что позволяет продемонстрировать и тонкий стан, и богатство ткани. Костюм становится сложнее и многослойнее. Под верхний халат одевают нижнее платье, рукава которого кокетливо выглядываются из-под коротких рукавов верхнего. На смену китайским драконам на тканях приходят изысканные персидские арабески. Это уже не одежда воительницы, это наряд обитательницы двора, проводящей время в неге и беседах. Они, женщины хана, выходят с покрытыми лицами. На голове у них каждой маленькая шапочка, украшенная павлиньими перьями и усыпанная драгоценными камнями, пишет Ибн Батута в 1355 году. Ну что ж, давайте более подробно разберем костюм золотоордынской женщины. Итак, начнем, наверное, с начала, с головы. Головной убор женщины говорил о ней все. Замужем ли она, какого она рода, каков ее достаток. В XIII веке главным парадным убором была, без сомнения, уже неоднократно мной упоминающаяся шапка-бокка. Эта причудливая башня из бересты и шелка была маркером монгольской аристократии. Простая половчанка или булгарка носить ее не имели права. И в повседневной женщине все было гораздо проще. Девушки заплетали волосы в косы, укладывая их с двух сторон, вот тут с боков, украшая их лентами, простыми повязками. Замужние женщины из простонародья покрывали голову платочком или практичной мягкой шапочкой. Как правило, мягкая шапочка поверх платочка. С приходом ислама в XIV веке эта традиция покрывать волосы становится вообще всеобщей. Громоздкая языческая бокка исчезает, и даже из парадного гардероба. Ее место занимают изящные тюрбаны из нескольких платков дорогой ткани, украшенные драгоценными брошами, и небольшие шапочки скуфи. То есть особенно в кочевых обществах стали в это время распространены эдакие шапки-капюшончики. Вот две девушки в юрте одна другой повязывают. Это то, что в конце концов осталось от той большой шапки-бокки. Это только нижняя ее часть, нижний платочек, который увязывается сзади. Большое монументальное строение с головы уходит, но оно очень хорошо закрывает голову во время путешествий по степным просторам, где веют ветра. Давайте рубахи. Под слоями роскошных шелков и мехов скрывалась самая простая и, можно сказать, интимная часть одежды – нательная рубаха.
Мы ее почти не видим на изображениях, но вот археологи ее периодически находят. Редко мы об ней читаем в хрониках, но без нее костюм немыслим. Она была тем первым слоем, что защищал тело от грубой верхней одежды. Крой ее прост и рационален. Она также распашная. Ну вот сзади меня на иллюстрации показано, так сказать, крой рубахи и сама рубаха, которую нашли в Корее в статуе Будды. Она до нас дошла в очень хорошем состоянии, можно полностью рассмотреть ее покрой. Рубашка была фактически до пояса нательная, также с запахом, ну и заправлялась в штаны для того, чтобы, так сказать, иметь возможность сидеть на лошади. Да, монгольские женщины носили штаны постоянно, ну и заправленные в головы. Так же, как мужчины, так и женщины носят штаны, а некоторые из них носят поверх всего еще и кафтаны, отделанные из шкур собак и волков, пишет Бенедикт Поляк в записках 1247 года. Дальше, ну, конечно, основа женского костюма — это халаты. Халатов много, разных больших разновидностей, и тенденция халатов очень хорошо прослеживается. Если 13 век — это большие, просторные, широкие халаты с левым запахом, то в 14 веке они становятся изящнее, подчеркивается талия. В 15 веке, ну, соответственно, халаты уходят, так сказать, на различные культуры. У каждой культуры, у каждого вилоета своя собственная мода. Халат — это стержень, основа женского наряда. Его силуэт — это ткань, его ткань и силуэт — это главный рассказ о женщине. Ну, как я уже сказал, если халат 13 века — это монументальность, большие, то халаты 14 века — это возможность. И на халатах появляются, особенно в 14 веке, боковые складки. Вот посмотрите, центральная сзади меня раскрой халата 14 века, и сбоку такое ответвление. Вот это ответвление — это два разреза, которые на боках чуть выше линии талии уходят в боковые складки, забираются таким гофром. Это для того, чтобы можно было удобно сидеть на лошади. Ну вот мы видим, соответственно, халат женщины из Новопавловского могильника, реконструкция, это Северный Кавказ, и видим, соответственно, влияние в восточной моде в могильнике Джухта-2, это все по работам Звезданы Владимировны Даде, археолога Северного Кавказа, и если вот первый Новопавловский могильник — это чистая монголка, которая была похоронена в 13 веке, мы видим и шапку бока, и халат с запахом, то видите, то, что в 14 веке появляются, кроме всего прочего, халаты не с запахом, а с осевым разрезом. Это явный признак мусульманской культуры. 14 век, мы знаем, что к концу 14 века мусульманская культура очень здорово, соответственно, влияет. Ну и вот тут как раз я показал тот самый способ изготовления гофра на боковых разрезах в халате. Так, халаты 14 века с осевым разрезом скрепляются по груди пуговицами. Пуговицы могут быть как литые, так и узелки, которые появились в Китае и, в общем-то, модны бывает до сих пор. Обувь 14 века, их несколько вариантов. Соответственно, какой бы роскошной ни была женщина, одежда ордынской дамы, эта дама стояла на земле. Ну, если не опиралась на стремена. И обувь ордынской женщины удивительно похожа на мужскую. Да, кстати, хочется сказать, что и вся одежда у них была скроена, и мужская, и женская по единому покрою фактически не отличались. И в этом не было ничего странного, ведь женщина в кочевом мире была прежде всего всадницей. Ее обувь — это мягкие сапоги и чиги, сшитые из тонкой кожи, без единого намека на каблук. То есть подошва единая, простая, каблука нету. И вот особенность именно ордынских сапог того времени, 13-го, а в особенности 14 века, это украшение верхней части голенища отделки шелковой, ну или другой драгоценной ткани. Вот видите, как вот здесь хорошо показано. Это подчеркивает, ну, богатство и прочее, так сказать, социальный статус женщины. Но, конечно же,
мы говорим про сапоги, но ввиду того, что Джучев Улус — это еще и страна городов, городов было очень много, больше сотни городов, то жители городов носили не только сапоги, но и различного рода мягкие тапочки, такие же примерно, как носили на Руси. Вот тапочки, которые были мягенькие, ну а находки, кстати, эти кожаные тапочки часто украшались либо вышивкой, либо тиснением по коже, но а находки, особенно в Булгарском вилаяте, большого количества кочедыков, говорит о наличии лаптей. Ну, в общем-то, их тоже периодически находят. Но в любом случае, обувь их состоит из сапог и башмаков, сделанных из войлока. Башмаки и сапоги у них не разрезные на подъеме, но застегиваются сбоку ремнями. Ну, вот вы видите, один такой, вот второй сверху, это именно то, что описывает Бенедикт Поляк, опять же, в своих записках 1247 года. Ну, какая же женщина без украшений? Как я уже и говорил, что, соответственно, покрой-то одежды был у них един, что мужские, что женские. А вот украшения, конечно же, были отдельно мужскими, отдельно и женскими. Костюм золотоордынской женщины — это не просто его одевали, его собирали. И последним завершающими штрихами были украшениями. Излюбленными украшениями были височные кольца и серьги, часто в форме вопросительного знака с жемчужинкой или какой-то, ну, значит, с золотым шариком на конце. Надо сказать, что знаменитые вот эти наши височные кольца ну, с уточкой знаменитые, это как раз, опять же, период 13-14 века. Только если в 13 веке уточка была, в 14 веке эти височные кольца стали несколько меньше, ну и лишились подвесок в виде вот этих вот желудейной цепочки, но, тем не менее, продолжали эту традицию достаточно хорошо. Это наши булгарские, собственно, вещи. Подвески, манисты, ну и браслеты. Браслеты были не просто украшением, браслеты были еще и своеобразным скреплением на руках рубахи. Дело в том, что рукава рубахи и халата считалось, ну, чем длиннее, тем лучше. И, так сказать, чтобы показать статус свой, я, дескать, руками-то работать не буду, у меня вот такие рукава, но ввиду того, что работать руками все-таки проходилось, то их забирали в складку и скрепляли браслетиком на запястье. Поэтому браслетов много, очень роскошные. После того, как в Орду пришел ислам, то к поясу исламской женщины, как потом и татарской женщины в более поздние времена, привешивалась караница с благочестивым выражением из какой-нибудь Корана. К поясу еще привязывался пояс тканый, ну и в нем различного рода сумочки, мешочки. Об этом мы поговорим, когда будем мужская мода. Итак, подведем итог. Изменения в женском костюме с 13 по 15 век. Проследить за женским костюмом Орды — это все равно, что пролистать всю ее историю. 13 век. Мы видим образ суровой властительницы, соправительницы своего мужа, завоевателя. Ее костюм — это имперский мундир, монументальный халат, скрывающий фигуру, с башнеподобная бокка, единые для всей аристократии от Волги до Пекина. 14 век. Перед нами предстоит другой облик, утонченная обитательница дворца, процветающей мусульманской столицы. Костюм становится отражением новой городской культуры, исчезает громоздкая бока, уступая место изящным тюрбанам, силуэт становится приталенным, жественным, очень часто появляются поверху нижнего халата еще и верхняя курточка с короткими рукавами, ну, она тоже подчеркивает силуэт женщины. Ну, а к 15 веку, когда империя начинает распадаться, исчезла и единая мода, уступая место региональным стилям, из которых потом вырастут национальные костюмы татар, нагайцев, таджиков, ну и других народов, наследников Великой Орды. Вот 15 века вы, опять же, можете видеть. Давайте поговорим о мужском костюме. И также начнем с головных уборов. Головные уборы, соответственно, в Золотой Орде — это не только одежда, которая прикрывает голову, хотя и, безусловно, носится из гигиенических соображений, это своеобразный маркер. Точно так же, как женщина
знатная носила шапку бокка, знатный мужчина, хан, придворные носили часто парадные шапки, сделанные из войлока, которые назывались обелге. Если женщина бокка, мужчина обелге. Вот наверху один из вариантов таких шапок обелге. Они были войлочными, сверху крепилось небольшое навершие, сделанное из литого материала, у кого победнее, из бронзы, у кого побогаче, золотые, драгоценными краями украшены, они вершились крепче. И к этой же шапке закрепилось множество различных украшений в виде перьев. Перьев фазана вертикальные, перья павлина боковые. И, в общем, шапка была очень-очень и очень красивая. Долгое время шло такая дискуссия в реконструкторской среде, были ли в головных уборах Золотой Орде распространены или вообще существовала ли знаменитая тюбетейка, про которую мы сейчас все знаем, как мусульманский головной убор. Как оказался, вопрос далеко не такой простой. И только к концу XIV века появляются некие головные уборы и в изображениях, и в археологических находках, которые напоминают тюбетейку. И, в общем-то, к XV веке эти тюбетейки уже полностью распространены. Вот внизу нарисовано два монгола в таких тюбетеечных шапочках, но заметьте, наверху небольшой шарик, опять навершие, которые. В могильнике Джухта-2 Звездан Владимир Мдаде обнаружила в мужском погребении тоже тюбетеечку с очень таким классическим покроем этой тюбетейки, обод и четырехклиночка, и со свешивающейся кисточкой на веревочке. Ну, примерно то же самое, что сейчас до сих пор носят кавказские мужчины на себе. С другой стороны, воин-кочевник, а вообще кочевой золотоордынский, так сказать, мужчина, сидящий на коне, должен был в обязательном порядке на этих степных ветрах закрывать голову, закрывать шею от пронизывающего ветра. И шапки были такие, которые, кстати, у монголов, современных этнографических монголов, носятся почти без изменений. Они и на рисунках, и в археологии видны. Иногда это шапки, если летний период, сделанные только из шелка или хлопчатобумажные, вот как видно, покрой такой капюшонообразного покроя, лентами завязывающиеся на затылке. Некоторые из них имеют кожаный козырек, чтобы глаза закрывать. Ну, а в зимнее время эти же шапки подбивались мехом. Мехом обязательно внутрь. Вообще традиция носить мех внутрь, эта традиция идет из Средневековья. Носить любое меховое одеяние мехом наружу, считалось моветоном, нехорошо, совсем, плохо. Конечно же, рубахи. Рубахи Золотой Орды мужские были двух типов. С одним типом, который по середине, так сказать, до пупка, до нижней части, ниже пупка, с запахом, я рассказал вам, когда рассказывал про женскую рубаху. Мужчины такие же носили. Второй вариант рубахи, почти туникообразного покроя до середины бедра, дали нам некоторые археологические находки и изобразительные источники. К примеру, есть знаменитый курган Окошки, называется. Там был похоронен мальчик, и у него он был похоронен в рубашоночке, крой которой восстановились. Этот крой вы видите на моей иллюстрации сзади меня. И этот крой рубахи, и вообще эта тенденция кроя, когда нету, кто кроит, знает, вот здесь у туникообразных рубах ластовицы, ее заменяют вот такие полукруглые выходы. Это, знаковый крой всей ордынской моды. У них нет ластовиц ни в халатах, ни в камзолов, а именно вот такая полукруглая штука. Но опять же вы видите, что на рубахе, точно так же, как я рассказал, на халате, с боков, с бедер два разреза со встречными складками. Это для того, чтобы иметь возможность прекрасно ездить на себе. На лошади, то есть. Татары носят одежду из льняной и бумажной ткани, пишет Иоанн де Галафомнибус. Самого тонкого качества. Поверх всего они делают из софьяна и шелковой ткани, какой-либо любой другой материи рубахи. Он написал это в книге «Познание мира». Конечно же, основой и мужской одежды поверх рубахи были халаты. Итак, халаты. Халат — это не просто одежда, это пацпар ордынского мужчины. Главное в этом халате золотоордынском, это запах налево. Казалось бы, незначительная деталь кроя, но она была как флаг, как опознавательный признак свой-чужой. Во всей огромной монгольской империи от Хан-Балыка и до Сарая халат мог быть сшит из грубого сукна или золотой парчи, но левое поло всегда покрывала
правую. Халат был всего лишь основой. Настоящим мужчиной, воином, представителем власти его делал пояс, но халат был обязательно. Без пояса халат превращался в подобие домашней одежды, в которой было стыдно выходить на людях, поэтому пояс собирал халат в строгие складки. Уже в отличие просто от мужского халата, уже в XIV веке, на рубеже 13-14 века, халаты делались также приталенными, и признаком, так сказать, именно мужского халата было наличие огромного количества складочек по юбке, вот, и приталенного, забранного в гофр, так сказать, пояса. Ну вот, перед вами изображения некоторые. Когда я говорил о халате, перед вами реконструктор в халате 13 века, нижний халат, а вообще был еще и верхний халат, камзольчик так называемый, должен был быть показателем статуса мужчины, как, впрочем, и статуса женщины, и поэтому очень модно считалось, чтобы халат имел длинные рукава. Эти длинные рукава, они показывают то, что у меня много ткани, я могу себе позволить то, что я, в общем-то, руками не работаю, а самое главное, в условиях холода можно было один рукав вставить в другой и таким образом греть эти руки. Для того, чтобы такие, так сказать, длинные рукава демонстрировать, особенно на рубахах, на халатах, часто вот в этом месте были разрезы. Рукава длинные завязывались сзади. Часто мы это видим на русской одежде 15-16 века. Это вот как раз от монголов пришло. Вот. И через разрезы эти халаты пропускались. Ну и, как я уже сказал, посмотрите, как множество складочек, какая что-то, ну, тонкая работа, фактически, плессировка по поясу идет. Вот тут я показал фрагмент халата 14 века, мужского монгольского халата. Ну что ж, халаты, как я уже сказал, делались из любой ткани, и от шелка, украшенного драконами, до хлопчатобумажной ткани, но, тем не менее, халаты завязывались с правой стороны изнутри на одну подвязочку, и потом на левую сторону, и на 3-4 подвязки или на пуговицы с другого бока. С XIV века, с рубежа 13-14 века, поверх халата стало модным носить еще одну вид одежды. Это, как правило, был верхний кафтанчик такой небольшой, тоже сделанный из различных тканей, из шелка и прочего. И этот кафтанчик отличался тем, что он, как правило, был не запашным с одной стороны на другую, а с осевым разрезом на пуговицах. И очень часто, соответственно, с двух сторон, с каждой стороны, эти пуговицы прикрепились, не просто пришивались, они скреплялись на такие веревочные шнуровые две тесемочки. Ну, разговоры в русской одежде потом и оттуда же пошли. Вот на одну тесемочку привязывается пуговка, которая образовывает петелечку для того, чтобы пуговку занимать. Опять же, на вот этих вот верхних кафтанчиках очень часты боковые разрезы, забранные в складку. Вообще боковые разрезы, забранные в складку, это такой еще один маркер монгольской моды, чаще всего мужской моды. И особенно сложно скроенный воротник, так, чтобы сзади он стоял, а сбоку хорошо раскладывался на вашей горловине. Как правило, шился из двух полосочек тканей. Что самое интересное, такая форма воротника сохранилась с XIV века, со времен Монгольской империи, в японских костюмах. Вот у них, когда вы посмотрите вот эти верхние халаты, вот с таким вот почти стоячим воротником, это как раз вот оттуда идет. Ну что ж, ну вот я перед вами представляю образ монгола XIV века. Штаны мужские. Вообще штаны — это одежда кочевника. Именно кочевники то есть родили эту моду на штаны. Это были и скифы, и гунны. Штаны ордынского всадника — это гениальное инженерное решение, отточенное веками кочевой жизни. Их крой был полностью подчинен одной задаче — обеспечить максимальное удобство в седле. Сверху, в бедрах они были очень широкими, со специальной вставкой мошной, что давало полную свободу движений. И в более позднее время из такой вот мошны превратятся, ну, уже в XVI веке это будут штаны с широким шагом. Смотрятся они, может быть, довольно смешно, но так удобно для передвижения. Я такие таскал
на всяких вот этих реконструкциях движений, потом снимать вообще неохота. Просто очень удобные штанишки получаются. А внизу, соответственно, штаны резко сужаются для того, чтобы иметь возможность ставить одеть сапог. Надо сказать, что вот такие штаны на Востоке были, вот как я уже сказал, со времен Монгольской империи, а нечто подобное додумались в армейской моде, европейской одежде только в середине 19 века. Я говорю про штаны галифе, которые имеют тот же самый принцип. Широкие бедра, узкие, соответственно, голень. И длина штанов варьировалась от середины икры до нижней части щиколоток. Ну, вот тут сзади меня, опять же, рисунок мужчины, и показаны крой штанов и их длину. Разумеется, это именно для того, чтобы с середины икры иметь возможность ставить ногу в штанах в сапог. Длина до икры, до щиколоток говорит, что этот человек будет носить не сапоги, а тапочки войлочные или еще что-нибудь в этом роде. Ну, об этом я уже говорил. Да, кстати, мужская обувь. Про сапоги ичиги, которые носили женщины, мы уже с вами разговаривали. Сапоги ичиги носили и мужчины. Мы носили еще со времен Волжской Булгарии. Еще князь Игорь, когда воевал с Волжской Булгарией в далеком X веке, получив полотняников из волжских булгар, он заметил, что они в сапогах. Он сказал: эти все в сапогах, они нам дани платить не будут, пойдем поищем себе лапотников. Ну, надо отметить, что ичиги сапоги, как я уже сказал, они с мягкими подошвами, но без каблуков, ну вот это посередине. Монголы принесли моду на другие жесткие сапоги, сапоги гутулы. Носили и то, и другое. Но если ичиги носили женщины, то мужчины могли носить и ичиги, и гутулы. Как правило, женщины не носили жесткие сапоги гутулы. Гутулы, вот это, монголы их носят до сих пор, надо сказать, оказались достаточно удобными. У них подошва жесткая, как правило, из 3 слоев толстой, соответственно, кожи, набранная, обязательно кроются из 2 половинок симметричных. Не как вот ичиги, те кроются отдельно задняя часть голенища, отдельно передняя часть голенища, ластовица стопы, которая пришивается. В 13 веке не выделена еще пяточка отдельная. Ну вот видите, сзади меня, опять же, рисунок раскроя такого сапога. Однако уже в 13 веке, во времена так сказать, появлением Ордынской империи, под основную кожаную часть передней части сапога вшивается внутрь небольшая кожаная подкладочка. И под пяточку идет небольшая подкладочка, чтобы сапог, мысок и пятка держали форму. В XIV веке появляется отдельно выделенная часть для пяточки. И сапог приобретает почти ту самую форму, которую мы знаем до сих пор. В XV веке, соответственно, оно продолжается. И хочется сказать, что сапоги были все на одну ногу. Ну, сапоги на одну ногу — это достаточно долгая традиция, которая фактически ушла из моды одежды только в XVIII-XIX веках. Еще наполеоновские солдаты и наши солдаты времен наполеоновских войн тоже носили сапоги на одну ногу. Они только стаптывались, так сказать, а иногда даже их каждый день меняли, чтобы стаптывались равномерно. Сзади меня над картинкой сапога с выкройкой еще одни очень интересные сапоги. Это боевые ичиги. И если вы увидите, там наверху есть разорванная часть сапога, и в них вы, если присмотритесь, увидите вставленные металлические вставочки, чешуей набранные, фактически защищающие ноги во время боя. Ну и, конечно же, поясные сумки. В мире, где одежде не было карманов, поясная сумка, оставить поясные ремни, хотел сказать для начала. Поясные ремни – это целый мир. Появиться без ремня на людях в халате — это считалось моветоном, очень дурным тоном. Дома можно в халате без ремня. Болеешь, лежи в халате без ремня. Если ты вышел на улицу, то
обязательно ремни. Ремни были маркером, ремни были показателем ордынского человека. Чем более ты знаковый человек, тем больше у тебя накладок из драгоценных металлов, тем более крутой у тебя ремень. Более того, в ордынской иерархии, придворной иерархии, кроме всего прочего, выделялось четко два типа ремней, так называемые охотничьи и военные ремни. Вот у меня здесь наверху один из ремней, именно военных ремень. Ремень военный, боевой, офицерский, отличается тем, что в его декоре обязательно использованы драконы. Накладки в виде с изображением драконов, пряжка с изображением драконов, концевой ремешок с изображением драконов, вот эти специальные накладки с петельками, куда крепится сабля, лук, налуч, тоже с изображением драконов. Были охотничьи с изображением животных. Они тоже очень парадные, очень дорогие, часто с золотом, но с изображением животных. Это, как правило, значит, что ты не офицер, если ты не воин в Монгольской империи. Ты придворный. Тем не менее, кроме всего прочего, носилось огромнейшее количество просто драгоценных поясов, украшенными накладками, без строгой привязки. Это, как правило, не придворные люди, достигшие большого положения, или не монголы, другой культуры. Вот эти пояса, эти ремни с пряжками определенной формы, как правило, со щитком, это были явным маркером. Их находят довольно много, они очень дорогие, а накладочек и отдельных деталей этой фурнитуры их полно везде. Богатые опоясываются поверх всего шелковыми поясами, шитыми золотом и серебром. На каждом поясе каждый носит своего рода мешочек для хранения того, что ему нужно, пишет Гийом де Рубрук в 1255 году. И да, поясные сумочки в Золотой Орде, их носят и женщины, и мужчины, но я решил этот раздел посвятить в разделе «Мужчины». Она называется «калта». Отсюда русское слово «калита» пошло. В мире, где не было карманов, вот эта самая калта, калита, была так же необходима, как и сам пояс. Это был небольшой кожаный или тканевый мешочек, или сумочка, который подвешивался к ремню и служил хранилищем для всяких мелочей, необходимых мужчине. Сумочки эти, вот такие кошелечки на ремешочках, вот тут хорошо видно, носятся крепятся ремешками к специальным накладкам, сделанным из металла, подвешиваются. Они небольшой вот такой формы, часто из 2 или 3 отделений сделаны, как современный кошелек, и имеют очень специфическую застежку. К сожалению, вот видно сами застежки вверх, у них есть петелька, и они действительно застегивают вот наподобие чем-то похоже, знаете, на старых чемоданах были такие застежки на пружинках, тынь-тынь, вот на это немножечко похоже. Отдельно носили различного рода мешочки, сумочки тоже на поясе привязаны, которые завязываются на этих шнурках и стягиваются посередине. Вот они. Очень часто такие сумочки украшались накладками из металла, либо аппликациями из разной цветной кожи. Вот вы видите, внизу аппликация видна, но это археологические находки, они сейчас уже коричневого цвета. А представьте, какие они были красивые, когда они были там, скажем, коричневого цвета основной фон, красного другой фон, значит, соответственно, желтый какие-нибудь, или украшенные тиснением и вышивкой золотной, как на верхнем костюме. Это поясные сумки, а были еще сумки чересплечные, побольше размерчиком, которые носились через плечо, в сущности имели тот же самый покрой с нескольких отделений, где можно было хранить, что-то посерьезнее, там, набор еды в дорогу и тому подобные вещи. Кроме всего прочего, что еще носили на поясе в этой самой Золотой Орде? Как выглядел вот этот пояс на знатном человеке, вы видите на рисунке, который дал один из самых первых исследователей ордынского костюма, товарищ Горелик. Вот он, видите, как знатный пояс видит, вот на нем тут и нож висит, и все что угодно. Что носили на поясе? Носили ножи, поясные ножи, которые нужны для обыкновенной жизни каждого человека в то время. Ножи носились на небольшом
кожаном футлярчике, то есть в ножнах. За задней части такого ножа футлярчика часто было еще карманчик, куда можно было вставить либо шило, как вот в данном варианте, либо небольшую маленькую вилочку, либо и то, и другое. Ну, то есть нож вот такой, у него там сзади целый набор для того, чтобы в кочевой жизни, да и вообще просто в жизни быть во всеоружии. Кроме того, обязательно на поясе, как правило, в отдельном мешочке носилась вещь очень необходимое каждому монголу, да и вообще каждому человеку в Средневековье. Это огниво, которое состояло из 3 вещей. Это кремень, кресало и какой-либо труд. Вот они изображены отдельно. Ну и в сумочках, кошельках носилось еще и, конечно же, некоторое количество денег каждый человек, который имел возможность взять с собой. Денежная система Золотой Орды была очень развитой, очень строгой. Дирхемы, динары, пулы. Но это тема для совершенно другого рассказа. Температура зимой в Монгольской империи была самая разная. Если где-нибудь в Сырдарье и Амурдарье, и в этом междуречии, которое тоже входило в Монгольскую империю и, как ни странно, тоже входило в Золотую Орду, в Улус-Джучи, там, соответственно, и зимой бывает тепло, то в самом монгольских степях зимой бывает крайне холодно, как бывает зимой у нас, вы знаете прекрасно. Поэтому неотъемлемой чертой монгольского костюма были шубы. Есть даже специальный сюжет, посвященный шубе, описанный в жизнедеятельности того самого Чингисхана, когда ему подарили шубу, а он вместо того, чтобы носить ее, повез он тогда еще был гонимым человеком, бедным человеком, но шубу ему подарили роскошную, и он повез эту шубу, подарил своему покровителю, тем самым, значит, показал, что он имеет возможность достать, человек достойный. Ну, в общем, шуба была тоже знаком.